Дон, я ваша мама. Наши гости гэта артыстки ансамбля мюзикла Алина Зарэмба, прывітанне. Здравствуйте. Дар'я Путырская. Здравствуйте. Вядучы артыст нацыянальнага акадэмічнага тэатра Максіма Горкага, заслужаны артыст Беларусі, выканаўца ролі Баўка ў мюзікле Сергей Чакірэс. Доброе утро. А таксама кіраўнік праекта Musicland, прадзюсер і арт-менеджер Вольга Николаевская. Здравствуйте. Адразу нагадаю, што наш эфір можна слухаць на афіцыйнай старонцы euradio.fm. Таксама глядзіце нашы жывыя стрымы ў сацыяльных сетках. Гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце. Задавайце там ж свае пытанні. А мы пачынаем. 21 снежня ў ДК МАЗ адбудзецца прэм'ера навагодняга мюзікла «Дзень Дон, я ваша мама». 11 дарослых і 25 маленькіх артыстаў аб'ядналіся ў тэатральным праекце Musicland, каб прадставіць спектакль па матывах знакамітай савецка-румынскай кінаказкі «Мама» 1976 года, якую, напэўна, глядзеў кожны хлопчык і кожная дзяўчынка, якія жылі ў савецкі час. Ну і пасля ўсё жыццё гэты фільм, напэўна, можна глядзець, час ад часу яго паказваюць, і песенка «Мама жизнь подарыла», яе ведаюць усе. Воля, я памятаю, што пра гэты мюзікл, пра тое, што будзе, ты мне трошкі распавядала яшчэ улетку, але ж не адкрывала ўсе таямніцы. Распавядзі, калі ласка, ці ўсё атрымалася, ці ўсё атрымоўваецца, што гэта за мюзікл, як была такая, вось, адкуль узялася гэтая ідэя, так, і з чаго ўсё пачалося? Маша, ты знаешь, репетируем спектакль мы вообще с апреля, когда прошла первая читка. То есть это уже абсолютно выношенный ребенок. Уже даже... Да, все совпало, 9 месяцев. Все как у людей, да. Идея возникла как-то логично. Хотелось поставить что-то, скажем так, разумное, доброе, вечное. Лично я росла на как раз советских кинофильмах. Обожаю композиторов и поэтов уровня Юрия Сергеевича Энсина или Гладкова, Зацепина, да, и, соответственно, киносказка «Мама» — это то, что мечталось поставить. Тем более, действительно, хитовые мелодии, остроумные, меткие стихи Юрия Сергеевича Энсина, и как-то все сложилось. А дальше, профессиональные артисты выбирали лучших из лучших, и тех, кто, в общем-то, попадает отлично в типажи этой истории. А что касается, понятно, что в истории это дети, козлята, бельчата, зайчата и прочая живность. Искали, скажем так, детский профессиональный вокальный коллектив, который мог бы стать, скажем так, хедлайнером именно вот спектакля. И достаточно много детских вокальных студий, коллективов, театров. Театр эстрадной песни «Сябрынка», вот откуда девочки, мы считаем один из лучших. И поэтому вопроса, кого позвать на детские роли, на ансамблевые роли не стоял. Провели внутри театра эстрадной песни «Сябрынка» кастинг, и вот сложилась у нас такая команда. В основном наши детки — это артисты театра эстрадной песни «Сябрынка», а артисты взрослые, профессиональные — это сборная труппа, артисты разных белорусских театров. Ага, і все ж таки падрабязней, як вы шукалі артыстаў? Чаму вось, напрыклад, менавіта Сергей? Чаму Вероніка Пляшкевич? Чаму вось такі акторы? Як праходзіў кастинг? С профессионалами все проще, наверное, чем с детками. Детки у нас, очень сложный был выбор, потому что очень многие хотели, да, и даже несмотря на то, что у нас 2 состава исполнителей, приходилось, делать серьезный выбор, потому что было очень много интересных, талантливых детей. С артистами взрослыми приглашали, собственно, по желанию. Кому это было интересно, кто нам нравился. Все очень просто. Думали о том, что да, лучше Вероники Плешкевич и Сергея Чакиреса на роли мамы Козы и Волка не найти. Сначала скромно думали. Хотелось бы вот кого-то типажа Сергея и уровня Сергея и Вероники. Дальше скромно спросили, получили утвердительный ответ. Ура, работаем. Супер. Сергей, вось ты вельмі вострабаваны актор.
гэта, ну, думаю, ніхто не будзе з гэтым спрачацца, так? Шмат працы, так? Я ведаю, што і зараз ідзе і роля у спектаклі «Купала», так? Спектакль «Дачнікі», так? У тэатры імя Максіма Горкага, так? І іншыя твае спектаклі, якія зараз ідуць на сцэне. Памятаеш, калі табе прапанавалі гэтую ролю ваўка, і як ты ўвогуле, ну, сказаў так? Конечно, я помню. Волею судеб я оказался... Это был момент перемещения, да, сейчас помню, в маршрутке. Это было с Вероникой Плешкевич. И Вероника мне сказала: слушай, позвонила Даша Мядель, это режиссер-постановщик спектакля «Динь-дон, я ваша мама». И вот предлагает мне вот такую вот работу, роль козы, собственно, в одноименном мюзикле. Он говорит: они хотят тебя в качестве волка, но не знают, как тебе подступиться. Вот. Ну, что тут скажешь? Вероятно, боятся. Гэта самы лепшы, напэўна, тыпаж, чтобы чалавек яшчэ не стаў ваўком, але яго ўжо пужаецца. Слушай, ты, в общем, будешь звонить, скажи, что я, в принципе, не против. А потом я был в районе магазина «Материк», и я встретил Дашу просто в переходе. Я говорю: слушай, все очень просто. Я говорю: да. Так что это было молниеносно. Все очень просто. Я решил, я сделал. Я памятаю цябе яшчэ, ну, у розных спектаклях таксама памятаю, што у нас увогуле была традыцыя ў сям'і, кожны год мы хадзілі на нейкі навагодні спектакль. Ці нават калі гэта не навагодні спектакль, так, просто пад Новы год мы ўсёй сям'ёй, пачынаючы з маіх 4 гадоў, мы хадзілі ў тэатр ўсёй сям'ёй. Усе «Шчалкунчык», там, усе балеты, якія былі, там, аперэты там у музычным тэатры, так, у тэатры імя Максіма Горкага таксама ўсё пераглядзелі яшчэ ў дзяцінстве. І вось памятаю, што калісьці вельмі даўно, напэўна, калі я вучылася яшчэ ў 7 класе, я трапіла на нейкую казку ў тэатры імя Максіма Горкага. Вось на навагоднюю. Гэта было выпадкова, мы ўжо былі такія дарослыя. Мая сяброўка казала, што ой, мне падрывалі квіткі, там я ўжо, ну, гэта ўсё для дзяцей. Але ж мы ўсё ж такі пайшлі, было вельмі весела, мы нават танчылі на сцэне, а пасля, як будучы журналіст, я трапіла за кулісы, і я памятаю, што ты, Сергей, яшчэ шмат іншых акцёраў мне падпісвалі ў блакноцікі нейкія там аўтографы давалі, так? Вось, я да чаго, увогуле, у вас вось у сем'ях, так, былі такія традыцыі, калі вы пад Новы год хадзілі ў тэатры? Вось, ёсць такая традыцыя зараз. Вось, Алина, Даша, Сергей, Воля, распавядзіце. Ну, у нас, скорее, в семье, ну, не в театре. Сейчас более продвинутый мир, новые, конечно, увлечения, у каждого свои. Мы лично всей семьей любим под Новый год ходить на каток. Это как вот развлечение. Вся семья любит катки, фигурное катание. Это очень-очень вместе, когда вся семья объединяется, и еще перед Новым годом создает атмосферу. А адкуль вось ты стала такой акторкай? То бок, як так, ну, апынулася ўвогуле, так? То бок, вы ходзіце на каток, напэўна, у сям'і няма такой традыцыі. А чаму вось, што цябе знутры кліша так, што вось ты зараз на сцэне? Мне кажется, это что-то как-то передается по наследству. Ну, у нас вообще в семье есть очень эмоциональные люди, что и передалось. А вообще вот подтолкнула меня к роли актера меня мама, когда сказала, что вот сябрынки проходят внутренний кастинг. Если ты хочешь, то ты попробуй. Я сказала, ну, я сразу ответила, что да, я хочу, ну, в душе, уже уверена. Мама меня записала, и вот сразу была уверена, что вот сердце уже там. А дальше уже просто прийти, и уже уверена, что все, я там. Выдатна. Даша, а распавядзі, калі ласка, ты ж таксама сябрынкі, так? Да. Што такое сябрынка ўвогуле? Што гэта за ансамбль? Вось хто не ведае, хай наши слухачы, гледачы. Сябрынка — это очень большая семья. Там очень духовная атмосфера, там все очень хорошие люди. Татьяна Александровна, спасибо большое. Спасибо большое маме, потому что именно она привела меня туда. В Сябрынке я уже 5-й год, и мне безумно нравится, и я думаю, что я еще буду достаточно там учиться, принимать что-то новое и находить новых друзей. А сябрынка гэта што? Ты там танчыш, спяваеш? Гэта тэатральная школа ці што? Я там пою.
Я поясню. Татьяна Александровна Трухан, музыкальный руководитель театра эстрадной песни «Сябрынка» Дворца культуры МАС, где девочки занимаются. Это, собственно, вокальный эстрадный театр. И Татьяна наш музыкальный руководитель спектакля. И так случилось, что у Татьяны большой опыт работы с детьми. Последняя победительница детского славянского базара — это ученица как раз Татьяны Трухан. Но со взрослыми Татьяна работала в меньшей степени. И вот, насколько мне известно, и Вероника Плешкевич, и Сергей, и другие наши взрослые актеры просто как зайчики ходили на репетиции вокальные к Татьяне, ничего не пропускали и были, ну, мне кажется, довольны. Прилежными учениками. Распавядзі, Сергей, як ты быў зайчыкам? Ну, я такой своеобразный зайчик. Вот. Нет, на самом деле все очень просто. Я люблю петь. Очень. Вот. И поэтому в театральном институте меня нельзя было оттащить от инструмента, потому что я занимал собой все пространство, которое можно было занять на тот момент. И вот прошли годы, а закончил я институт 25 лет назад. И поэтому, когда мне предоставилась такая возможность, и я сразу увидел человека, который, собственно говоря, горит на работе, не побоюсь этого слова. Вот. То есть я видел очень увлеченного человека и профессионала с большой буквы. И, ну, уже такое время, что второй возможности может не быть, да, поэтому я просто открылся и пошел, как говорится, в огонь. И в воду это было очень интересно, увлекательно, и я как бы вспомнил то время, когда я стоял на вокальном уроке в театральном институте, мне было просто радостно это делать. Я памятаю, што чытала, што калі ты паступаў у тэатральны інстытут, ты спяваў Цоя. Да, так и было, белые дни. Вось, а вы памятаеце, вось, як праходзіў ваш кастынг, так, што спявалі вы і што вас прасілі паказаць, калі зараз быў кастынг вось у гэты спектакль «Дзень-дон, я ваша мама». Ну, я вот все детально не помню, но... Хвалявалася? Очень, потому что, когда я зашла в кабинет, я увидела Дарью Александровну, Анжелику, они стояли, улыбались, и я зашла, там была камера, сказали: смотри, мы будем тебе говорить, что ты будешь делать, и и честно, это было очень круто, мне очень понравилось, я хотела повторить опять этот день, потому что я поняла, что я надеялась, что меня возьмут, потому что я очень долго готовилась, очень долго репетировала с мамой. А что вы робили и что ты репетовала? Там, получается, давали нам реплики, и надо было их по-особому сыграть. Например, злость, радость, грусть. Вот так вот. Угу. Ясно. А можешь вы зараз показать, например, злость? Замечательный план ты придумал когда-то, но попал сам в капкан. Что-то типа такого. Да. А ты можешь показать, что тебе сумно? Давайте фразу, а я вам попробую сыграть. Что? Давайте вы любую фразу, а я вам попробую сыграть. Сергей, давай вось ты профессионал, вось поспробуем. Ой, это сложно. Вы что, вот это вот сразу с места в карьер-то... Да все что угодно. Ну, какая фраза? Ну, какая у нас там есть фраза? Вот давай. Я сосед по кличке Серый. Скажи, это, грустно, соответственно. Я сосед по кличке Серый. Ну, что скажешь? Садись 4. Дарэчы, добра, калі у нас такі сум будзе ў краіне, увогуле па ўсім свеце, калі нехта нешта кажа сумна, а ўсім астатнім хочацца смяяцца, вось, і калі сапраўды чалавеку не сумна пры гэтым, то, значыцца, у нас все будзе добра. А скажыце пра свае ролі. Вось, якая роля дасталася табе і табе? Я зайчонок, я довольно трусливый по своей роли ребенок. У меня замечательная мама, хоть и не досталось папы, но мы не обижаемся. Я хочу сказать, что вообще трусливая, очень-очень активная, довольно энергичная. У меня замечательная сестра, прям как я, энергичная, активная. Но хочу сказать, что у нас прям хорошая семья. Вот. Сложно прям. Испокон веков. Угу. Мне досталась роль мамы овцы. Хочу сказать, что именно такое я себе представляла.
Она более такая завистливая, все время, наверное, завидует маме Козе, потому что часто она ее как-то, ну, как это сказать, ну, хочет как-то подколоть, Ну, вот так вот, подколоть, да. чтобы, ну, и это очень видно, и поэтому вот муж у меня там, Баран, все время заступается. Наверное, эта зависть появляется от того, что все ее любят, а к маме овце так относятся. Мгм. Зато у мамы овцы есть муж. Да, тут это плюс. Мгм. А колькі табе гадоў зараз? Мне вот совсем скоро, через 9 дней, исполнится 14. Мгм. Як табе жывецца ў сям'і з мужам? А, Честно, он очень часто ходит к белке. Очень часто. Или к зайчихе. Калі ласка, муж, Серьезный мюзикл. што ж ты робіш? Ну, Вообще. Да, приходите, посмотрите, сколько у нас там вторых и третьих планов разных. Мгм. Сяргей, распавядзі, калі ласка, увогуле яшчэ такая тэма мне цікавіць. Я не шмат бачыла тваіх спектакляў, вось акрамя, напэўна, таго ў дзяцінстве, так? верно. Менавіта, дзе ты іграеш з дзеткамі, так? Я бачыла фільм «Дум», так? Да. Вось, і там таксама мне, дарэчы, было вось пытанне, як табе працуецца з дзеткамі ў такім калектыве? Гэта іншая праца, я думаю. Да, так? это другой Что труд. ты ошиваешь? Абсолютно. Ну, как другой? То есть все сначала впервые, да, а потом уже ты понимаешь, то есть когда ты приобретаешь опыт во время процесса, то есть ты понимаешь, что нужно делать. Вот. Я столкнулся с одной большой проблемой, потому что я говорю языком, который не всегда понятен. То есть я говорю на уровне взрослых людей. И ну, в этом проявлении я понимаю, что я недоступен к пониманию. Но при этом я человек эмоциональный, да, я просто очень завожусь. Вот. И поэтому моя эмоция, я думаю, доходчивее моих слов в какой-то момент, потому что если я злюсь, это очевидно, и тогда люди, стоящие напротив, понимают, по-моему, что это не так. Он что-то нервничает, сейчас вот лопнет. Вот, поэтому, чтобы этого не произошло, лучше сделать. Вот, поэтому это так и происходило. Но по мере тут же процесс двойной, потому что я постигаю, и по мере постижения я становлюсь добреньким. Потому что когда я уже понял, да, то тогда я уже могу простыми какими-то словами, и, собственно говоря, уже и напротив глаза открываются, и сердца, и люди слышат, и детишки слышат меня. И, это процесс такого нормального человеческого общения. То есть от существа к существу по существу. Когда это происходит, тогда все становится, как у нас в спектакле, все становится в розовом цвете. Вот, потому что все понятно. Есть такая благость во всем этом возникает, тогда очень радостно и задорно, весело, какие угодно эпитеты. То есть тогда как-то по-доброму все происходит. Это момент времени. Надо просто понимать, чего ты хочешь. Если тебя хотят услышать, тебя услышат. Сергей у нас стал таким внутренним ментором и педагогом по актерскому мастерству для коллектива. Это факт. Угу. А скажи, вось гэта першы вопыт такі педагагічны, ці ты ўжо со сваім вопытам недзе выкладаў, напрыклад, там? Нет. Я думаю, что я сгорю на работе, если я буду преподавать. Я пока не готов это делать. Это просто вот так сложилось, да, так сложилась ситуация. Я это впустил в себя, и в связи с тем, что я достаточно требователен к самому себе, собственно говоря, и пространству, в котором нахожусь, не оставляю выбора. Я просто делаю то, что делаю на всю катушку, и поэтому для меня это важно. Поэтому такова вовлеченность моя. И, если люди хотят, они меня услышат. Я памятаю, калі ў дзяцінстве я таксама займалася танцамі, спявала, так, 8 гадоў у народным ансамблі. У нас быў выкладчык, які педагог, які вучыў нас танчыць. Ён, калі у нас былі рэпетыцыі 3 разы на тыдзень. І калі, напрыклад, пасля школы, пасля заняткаў у другую змену. І калі там дзеці пачыналі шумець, гэта нармальна, таму што дзеці там яны стамляюцца. Вось ён пачынаў свісцець.
І у мяне быў вельмі доўгі час такі вялікі блок, таму што я баялася, то бок, так? То бок гэты свіст, так, усё. Як вам працуецца з Сергеем, так? Увогуле, так? Вось вы адчуваеце, што гэта там моцны прафесійны артыст да вас прыйшоў, так? Як бывае, наколькі ён кажа, што ён там строгі, так? Вось, што скажаце вы? Ну, я могу сказать, если что-то не нравится, то все, я прям чувствую, что сейчас начнется. Потому что каждая репетиция не обходится без споров, ссор, но все равно это идет в пользу. Да просто орет, скажи, просто Да. орет. Дико орет, он просто не может остановиться. Ну это же все, ну это же хорошо. Ну, потом Это же отлично. замечательно получается. А я бы не сказала, что орёт. Я бы сказала, что слишком сильно увлечен работой. Ну, все-таки огромная Вот постановка. трудно спорить. Ну вот да, кто на одной из последних репетиций на сцене плясал под новогоднюю песню и рассказывал всем, что не играл в новогодних спектаклях с 2002, да, Да, Сергей? да, 2002 года. Напэўна, якраз тады, калі я там была, Ну мабыць. нет, по-моему, еще немножко раньше было. Я Да, была- это была сказка «Похитители радуги». Да, это на сцене русского театра. Это был первый и единственный мой опыт, когда я был сказочным персонажем, да. Але ж я яшчэ хацела закрануць такую тэму. Увогуле, вось Воля, мюзікл. Так, вы ставіце мюзікл. Якая зараз, Воля, Сергей, мабыць, таксама распавядзе, якая зараз сітуацыя з мюзікламі ў Беларусі, на ваш позірк? Очень сложный вопрос, и как-то дипломатично на него ответить трудно. Очень многие, скажем так, коллективы, организаторы стремятся к тому, чтобы делать спектакли в жанре мюзикла, но очень мало кто в нашей стране понимает, что это такое и с чем его едят. Хотелось бы стремиться к идеалу, но просто давайте верить в то, что мюзикл как жанр многогранный может принимать и такие формы, которые достаточно далеки от бродвейского привычного понимания этого жанра. У нас несколько театров работает в этом жанре, и есть периодически появляются проекты, но мне кажется, допустим, у нас достаточно классический мюзикл, когда действие движется на музыкальных номерах и движимо этими музыкальными номерами. Ну и, опять же, одинаково важны и нужны и все аспекты. И актерская игра, и вокал, и хореография. Если где-то что-то выпадает у кого-то, это становится заметно. Но у нас, как мне кажется, в общем-то, все составляющие на уровне. Ну и, опять же, в нашем спектакле есть, помимо артистов мюзиклов, которые профессионально работают в этом жанре, и драматические актеры, которые, ну, по своей харизме, по типажу, по отношению к делу нам подошли и замечательно стараются и делают первые хорошие шаги в этом жанре. Ну вот Сергей, допустим, в общем-то, прирожденный артист мюзикла с большим опытом в этом жанре, но в основном драма, да, на повестке дня. Но, тем не менее, мне кажется, повеселиться в хорошей музыкальной истории — это должно быть приятно. Сергей, што думаеш ты? Вось чаму у нас вось нешта такое? Я памятаю такі час, калі просто быў выбух у Расіі, напрыклад, і пайшлі мюзікл на мюзікле. Сапраўды, гэта было, памятаеце, там Чыкага, так, яшчэ нешта. Усе глядзелі, усім было цікава. Вось чаму мы так марудна едзем наперад? Ці ў цябе іншая кропка? Нет, ну, я не специалист в этой тематике, да, надо отвечать на те вопросы, на которые ты, собственно, где-то компетентен. Это как бы залог успеха, в принципе. Вот. Но, ну, что я могу сказать? Если мы говорим серьезно, да, о производстве мюзикла, это так, общее рассуждение, но они, я думаю, имеют место быть. Мюзикл — это деньги. Это большие средства. Большие средства. Дальше, как бы вроде бы проще, да, то есть найди материал. Собственно говоря, я был, могу такую историю рассказать. Я работал, значит, у нас был спектакль «Анжела и другие».
Вот. Я работал в этом спектакле с человеком, с моим коллегой Джамалом Татруашвили. Это был человек поцелованный, собственно, он и есть сейчас, дай бог ему здоровья, все у него хорошо. Но это человек, он грузин, да, и его голос был таков, что ему никто никогда ничего не ставил и так далее. Он был просто профессионален по своей сути. И как он был прекрасен, извиняюсь, в мюзикле «12 стульев», вы к этому? Ну вот, да, финал истории прост. Все очень просто. Я стоял с человеком на сцене Русского театра. Зеркало Русского театра, да, то есть такое профессиональное словцо, вот, составляет, ну, не знаю, наверное, метров 9. И вот прошло немного времени, значит, я находился в городе Москва на гастролях в Дворце молодежи. Открывается занавес, мюзикл «12 стульев», бюджет его, если не ошибаюсь, составлял $3 миллиона. Вот. Выходит Джамал Татруашвили, живой оркестр, световых точек такое количество, что можно сойти с ума. И выходит тот же Джамал Татруашвили и поет свой хит «Сделай ход конем». Вот. А все то же самое, человек тот же, ничего не изменилось. И я смотрел на него, и кроме радости у меня ничего не родилось. Потом мы ехали в метро, и рядом сидел Егор Дружинин, который листал, значит, свое, тогда я слова такого не знал, портфолио. Он, значит, собирал статьи о себе. А я был артистом Горьковского русского театра и думал, боже, зачем он собирает статьи о себе? Это как-то вообще, это что-то ненормальное. Вот. Но это совершенно другое понимание ситуации. Вот. Потом наступил момент, когда Джамал вошел в некую компанию, которая занималась этими мюзиклами, какая-то была голландский какое-то вот совместное какое-то предприятие. То есть, и он мне, я уже не помню, так это неподробно было. Но, в общем, у меня был в свое время выбор в контексте того, что Джамал мне говорил, приезжай, будешь пробоваться, кастинг и так далее. Но на тот момент у меня родился сын, и я сказал себе, а вдруг возьмут. Это будет очень большой для меня, большой соблазн и выбор. И я его сделал в пользу сына. Я никуда не поехал. Собственно говоря, о чем я не жалею, потому что, ну, это бессмысленно. Это, прежде всего, мюзикл. Ну, это просто дорогое удовольствие, и оно происходит от избытка. Если избытка нет, мюзикла не будет в том понимании, в котором бы мы хотели это видеть. Дзякуй вялікі. І тым не менш, Воля, вось на тваёй старонцы ў Фейсбуку я пабачыла відэа са спектакля, так, вось літаральна там некалькі кадраў такіх было, так, і нехта написал некий человек, так? В этом видео я привожу пример идеального партнерства и совершенного перевоплощения, как человек, люто ненавидящий все связанное с театром много лет и созданием, вспоминающий свое партнерство, очень благодарна Анжелика Грикович за то, что ловлю сумасшедший кайф от работы. Кто это написал и откуда такие отгуки? Это писала наша звукорежиссер Ольга. Она работает во Дворце культуры МАС. И очень приятно, конечно, что она увидела в нашей команде тех людей, которые способны влюбить ее в театр. Анжелика Грикович, сопродюсер этого спектакля «День-дон, я ваша мама». Собственно, Анжелика как раз работает с артистами, координирует все, что касается творческой постановочной части. И вы знаете, мы с Анжеликой работали в разных театрах, государственных, частных, и видели разные уклады, да, жизни, отношения внутри коллектива. И когда мы затевали наш театральный проект «Мюзикленд», мы, в общем-то, хотели избежать всех тех ошибок и проблем, и нюансов, которые нам не нравились на других наших местах работы, и сделать так, чтобы в этом спектакле всем было комфортно. Ну, что из этого получится, посмотрим, жизнь еще покажет. То есть блок новогодних спектаклей у нас впереди. Дальше, я надеюсь, что со следующего года мы поедем еще с этим спектаклем на гастроли по Беларуси. Команда собралась достойная. В этой команде, в нашей, каждый человек личность, и не может быть такого, чтобы все было гладко, но все же профессионалы. Я надеюсь, что будем работать хорошо и весело. Это же все зависит от каждого из нас, правда? Оля, скажи яшчэ вось такое пытанне. Вось вы кажаце, так, на мюзіклы патрэбны грошы. Вось хто дапамагае зараз і ўвогуле наколькі цяжкая гэта праца
ставіць нешта сур'ёзнае, калі ты не ведаеш, да каго звярнуцца, і хто Маша, дапамог вам. честно, этот мюзикл ставится на собственные средства, заработанные в других местах. Вот. Только так оно может быть в частных проектах. Мы частники, и мы пытаемся что-то делать в этом направлении теми силами, которые нам доступны. Дальше успех этого спектакля покажет, что мы сможем сделать в дальнейшем. Так? Вы марыце о тэатральнай кар'еры? Если честно, сейчас я еще даже не определилась с выбором профессии, но театральные направления — это даже очень как вариант будущего развития. Я думаю, чем бы мы все ни занимались, это нам в будущем пригодится. Что вокал, что танцы, что актерское мастерство. Это как-нибудь в жизни покажется, но я тоже еще не до конца определилась, куда я хочу пойти. Но уже есть кое-какая идея. Гэта звязанае з тэатрам ці не? Нет. Не. Вось я думала, что адразу зараз все скажут: так, мы хочем Но, театр. Маша, у нас есть намерение, и, в общем-то, почему мы затеяли сложное дело ставить большой профессиональный спектакль с участием детей. У нас в спектакле работают детки от 6 до 16 лет. В надежде еще на то, что зрители, которые к нам придут в зал, в будущем, увидев на сцене сейчас своих ровесников и увидев, как ровесники круто поют, круто себя держат на сцене, в будущем кто-то из наших зрителей задумается о том, чтобы связать свою жизнь с искусством так или иначе, или развивать в себе другие творческие начала, не только там сценические какие-то профессии. Постараемся влюблять людей в театр, так или иначе. Дарэчы, вось Сергей, а шмат актораў, якія, я чула такія меркаванні, так, які ўжо шмат гадоў працавалі ў тэатрах, калі чуюць такое: мы хочам у тэатр, мы хочам стаць акторамі, кажуць: не раім. Вот у тебя такое есть? Ну да, это первое, что я скажу, пожалуй. Но это будет такое провокация, что ли. Конечно, это личный выбор, и человек должен сам решить. Это очень важно. Решения в жизни должны быть свои. Дзякуй. Паважаныя сябры, нам засталося не так шмат часу. Я папрашу ўсіх нашых сённяшніх гасцей, якія ўдзельнічаюць у гэтым спектаклі «Дзень Дон, я ваша мама», прэм'ера якога адбудзецца 21 снежня на сцэне ДК МАЗ, сказаць што-небудзь. Вось давайте паспрабуем пажадаць людзям што-небудзь да Новага года, так, менавіта з пазіцыі сваіх роляў, і развітаемся. Давай. Трусливый зайчик. Я желаю вам не бояться ничего в жизни, ведь все проблемы решаемы. Ты памятаешь, так, что ты менавіта ты ў ролю уходишь, так? Я желаю вам никому не завидовать, и если ты кому-то завидуешь, то надо воплощать мечты свои, чтобы потом завидовали тебе. Это же, думаю, хорошо. Волк. Ну, что тут скажешь? Цените свое время, оно скоротечно. Воля. Ну, я с позиции организатора, менеджера. Я считаю, что все в жизни зависит от нас. То есть те усилия, те старания, которые ты прикладываешь к тому, чтобы что-то у тебя получилось, к тому, чтобы сделать окружающий мир лучше, эти старания зависят чисто от тебя. Не нужно ни на кого сваливать свои какие-то неудачи. Будьте настойчивы, упорные, верьте в себя, в свои возможности, и все будет. С наступающим. Вольга Николаевская, Дар'я Путырская, Алина Зарэмба, Сергей Чекереса з вами ў студыі сёння былі, таксама Марыя Вайтович. Заставайцеся з намі.